Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Пирзуда. Сегодня во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял премьер-министра Республики Корея Ли Нак Йона, который прибыл в Таджикистан с официальным визитом. На встрече были рассмотрены состояние и перспективы двухсторонних и многосторонних отношений Таджикистана и Кореи в сферах, представляющих интерес. Было подчеркнуто, что во внешней политике Республики Таджикистан развитие и расширение разносторонних отношений с Республикой Корея занимает достойное место, и сторона Таджикистана ожидает положительных результатов от итогов первого официального визита премьер-министра Республики Корея. Стороны пришли к мнению, что создана соответствующая договорно-правовая база для развития и расширения межгосударственных отношений. Весьма значительна деятельность межправительственной комиссии Республики Таджикистан и Республики Корея по торгово-экономическому сотрудничеству. Был проведен плодотворный обмен мнениями по дальнейшему развитию и расширению двухсторонних и многосторонних отношений Таджикистана и Кореи в рамках диалога Центральная Азия, Республика Корея, Агентство Кореи по международному сотрудничеству и других региональных и международных организаций и учреждений. И было подчеркнуто, что таджикская сторона всесторонне поддерживает открытие представительства Агентства Кореи по международному сотрудничеству в городе Душанбе и заинтересована в налаживании сотрудничества с Фондом Кореи по льготным кредитам для развития перспективных экономических отраслей. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по взаимовыгодным аспектам международных отношений Таджикистана и Кореи, по политическому, торгово-экономическому сотрудничеству, взаимодействию в отраслях промышленности, гидроэнергетики, финансовой и банковской сферах, инвестиций, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики, науки и образования, культуры, миграции, туризма и созданию совместных производственных предприятий на базе свободных экономических зон Таджикистана. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал проведение торговых форумов Таджикистана и Кореи, Таджикистана, Кореи, Узбекистана в прошлом году одним из важных мер по развитию и расширению межгосударственных отношений, особенно в области торговли и экономики, и выразил уверенность в том, что очередной бизнес-форум Таджикистана и Кореи укрепит совместные меры в этом направлении. На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с региональной и международной безопасностью, нынешней ситуацией в Афганистане, борьбой с международным терроризмом и экстремизмом, контрабандой наркотиков и организованной транснациональной преступностью. Далее. Сегодня в городе Душанбе под председательством премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода и премьер-министра Республики Корея Ли Нак Йона состоялись встречи и переговоры официальных делегаций правительства Республики Таджикистан и правительства Республики Корея. Встречи и переговоры официальных делегаций правительства Республики Таджикистан и правительства Республики Корея начались со встречи премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода и премьер-министра Республики Корея Ли Нак Йона в узком формате. В ходе встречи переговоров с участием официальных делегаций этих двух дружественных стран обсуждались ключевые вопросы и перспективы взаимодействия между Таджикистаном и Кореей. Была выражена уверенность в том, что первый официальный визит премьер-министра Республики Корея Ли Нак Йона в Республику Таджикистан и мероприятия, связанные с этим визитом, придадут серьезный импульс развитию и расширению двусторонних межправительственных отношений. Было отмечено, что в рамках успешной политики глав двух дружественных стран товарооборот в 2018 году увеличился до 1,7 раза по сравнению с 2017 годом. За 5 месяцев 2019 года объем товарооборота между Таджикистаном и Кореей составил $13 миллионов, что является свидетельством развивающегося изо дня в день взаимодействия между Таджикистаном и Кореей. С первых дней установления дипломатических отношений между двумя этими странами из Республики Корея в экономику Таджикистана путем прямых инвестиций поступило $54 миллиона США. Относительно торгово-экономического сотрудничества путей увеличения объема товарооборота между Таджикистаном и Кореей было отмечено, что несмотря на увеличение показателей все еще эффективно не используются имеющиеся возможности и ресурсы, и в дальнейшем необходимо активизировать соответствующие механизмы. Премьер-министр Кохир Расулзода во время встреч и переговоров официальных делегаций Таджикистана и Кореи отметил, что на основе успешной и созидательной политики основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в стране созданы 5 свободных экономических зон. Для создания различных производственных объектов в этих зонах предпринимателям и инвесторам дан ряд преимуществ. Предоставление необходимых возможностей правительством Республики Таджикистан
Таджикистан способствует строительству в стране производственных объектов с участием отечественных и иностранных предпринимателей и инвесторов. Стороны, обменявшись информацией по выполнению совместного плана по сотрудничеству и увеличению объема товарооборота между Таджикистаном и Кореей, отметили, что сегодня наряду с другими продуктами могут экспортировать из Таджикистана в Корею различную сельскохозяйственную продукцию, которая является экологически чистой и имеет высокое качество. Обе стороны выразили удовлетворение уровнем и качеством сотрудничества в приоритетных направлениях и выразили свою готовность и заинтересованность в деле развития и расширения сотрудничества в социально-экономической сфере, в том числе в областях туризма, дорог и транспорта, культуры, науки и образования, воды, экологии и других актуальных вопросов. Следует отметить, что дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Республикой Корея установлены 28 апреля 1992 года. До сегодняшнего дня в рамках ООН и других международных региональных организаций продолжается процесс рассмотрения и решения актуальных проблем. В завершении межправительственных встреч и переговоров Таджикистана и Кореи были подписаны два новых документа о сотрудничестве. Проект соглашения по оказанию безвозмездной помощи между правительством Республики Таджикистан и правительством Республики Корея и проект меморандума о сотрудничестве посольства Республики Корея в Республике Таджикистан и Национальной библиотеки Таджикистана по созданию уголка Кореи. Затем состоялась презентация энергетического потенциала страны и проектов строительства ряда важных объектов сферы. Было отмечено, что Республика Таджикистан имеет огромные гидроэнергетические ресурсы и путем привлечения инвестиций и начала сооружения энергетических объектов смогут внести вклад в обеспечение населения региона экологически чистой электроэнергией. По итогам первого официального визита премьер-министра Республики Корея в Республику Таджикистан руководители официальных делегаций Таджикистана и Кореи Кохира Сулзуда и Ли Нак Йон провели пресс-конференцию. Уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа, хотел бы выразить благодарность господину Ли Нак Йону за содержательные и плодотворные переговоры, которые прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Хочу напомнить, что по приглашению таджикской стороны премьер-министр Республики Корея с 15 по 17 июля этого года совершает официальный визит в Республику Таджикистан. Это первый в истории наших двухсторонних отношений визит премьер-министра Республики Корея в нашу страну. В ходе нашей встречи мы рассмотрели основные вопросы состояния и перспектив таджикско-корейского сотрудничества, подтвердили свою готовность к дальнейшим шагам, направленным на углубление и расширение нашего взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. Мы также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Мы придаем большое значение развитию сотрудничества с Республикой Корея и рассматриваем дружественную страну в качестве надежного партнера на международной арене. Мы выступаем за дальнейшее укрепление взаимных контактов на высшем и высоких уровнях, а также усиление межпарламентских связей, межведомственных обменов и консультаций. Экономическое взаимодействие является базовой сферой нашего партнерства, поэтому в ходе наших переговоров особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического характера и инвестиционного сотрудничества. В этом контексте мы отметили значительную роль межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству как важного постоянно действующего механизма продвижения всего комплекса вопросов нашего экономического взаимодействия. И стоит отметить, что недавно в Сеуле прошло очередное третье заседание межправительственной торгово-экономической комиссии. Нами было отмечено значение своевременного выполнения решений, принимаемых в рамках межправительственной комиссии. Товарооборот между нашими странами постепенно увеличивается, однако необходимо предпринять совместные меры по увеличению объемов внешней торговли на сбалансированной и взаимовыгодной основе путем расширения ее товарной структуры. Мы акцентировали внимание на налаживание совместных производств в обрабатывающей, в том числе легкой, пищевой и горнодобывающей промышленностях, а также в сфере транспорта. Большие возможности сотрудничества имеются и в энергетическом, и агропромышленном комплексах экономики Таджикистана.
Мы приветствуем проведение бизнес-форума в рамках официального визита премьер-министра Республики Корея в Таджикистан. По итогам данного бизнес-форума ожидается подписание пакета документов в важных направлениях таджикско-корейского взаимовыгодного сотрудничества. Уважаемые представители средств массовой информации, в ходе состоявшихся переговоров были обсуждены пути дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарных сферах, в том числе по линии науки, образования, культуры и туризма. Связи в этих сферах имеют важное значение для дальнейшего сближения наших народов, укрепления дружбы и взаимопонимания между ними. В этой связи мы с удовлетворением отметили успешно проведенные в апреле-мае этого года Дни культуры Таджикистана в Сеуле и неделю Кореи в Душанбе. Мы высказались за активное и систематическое участие представителей научной и творческой интеллигенции двух стран в научных и культурных мероприятиях. Особо хотелось бы отметить плодотворное сотрудничество правительства Таджикистана с Корейским агентством по международному сотрудничеству «Койка» в рамках программ развития людских ресурсов, технического сотрудничества и передачи технологий. Хочу выразить признательность правительству Республики Корея и агентству «Койка» за оказанную грантовую помощь для реализации проекта электроснабжения в Рамитском ущелье. Там охватывает более 4000 населения, будет обеспечена электроэнергией, будет построена подстанция. Я хочу выразить слова благодарности за такую оказанную вам помощь. Мы признательны корейской стороне за ежегодное представление стипендий и учебных курсов в различных областях. У нас состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам регионального и международного характера. Мы практически с господином премьер-министром Республики Корея обсудили все направления нашего двухстороннего сотрудничества. Я думаю, это будет практически во всех сферах. Есть огромный потенциал для наращивания этого сотрудничества, так как независимо от того, что у нас есть рост товарооборота, но она очень незначительная, и у нас есть все возможности и предпосылки для того, чтобы увеличить товарооборот во всех сферах, как я сказал, и в сферах энергетики, гидроэнергетики, в сельском хозяйстве, особенно в индустриализации, технологии. Мы знаем, что Республика Корея является одной из сильных промышленных стран, одна из передовых технологий в Корее. Есть большие вопросы, где совместно мы можем работать в области фармацевтики, косметологии, экспорта наших плодоовощной и фруктов, овощей. Во всех этих вопросах мы договорились о том, что будем усиливать работу межправительственной комиссии с тем, чтобы достичь этих результатов. Таджикистан и Республика Корея активно взаимодействуют на площадках ООН и других международных и региональных организаций, и мы готовы впредь укреплять многостороннее сотрудничество между нашими странами. Мы высоко ценим усилия Республики Корея по продвижению форума сотрудничества Кореи со странами Центральной Азии и открытию секретариата данного форума, который мы рассматриваем в качестве эффективного механизма для продвижения регионального сотрудничества и реализации совместных проектов. По итогам официального визита премьер-министра Республики Корея в Республику Таджикистан было подписано несколько соглашений. В завершение хочу пожелать моему коллеге, премьер-министру Республики Корея, господину Ли Нак Йону, больших успехов и приятного пребывания в нашей стране. А теперь с большим удовольствием хочу предоставить слово премьер-министру Республики Корея, уважаемому господину Ли Нак Йону. Пожалуйста, господин премьер. 존경하는 코힐, Уважаемый премьер-министр Кохир Расулдован, уважаемые дамы и господа, выражаю слова искренней благодарности премьер-министру господину Кохиру Расулдову и народу Таджикистана за теплый прием, оказанный для меня и нашей делегации. Для меня это первый визит как премьер-министр Республики Корея в Республику Таджикистан после установления дипотношений. Для меня это большая честь.
Хочу высоко оценить еще раз за то, что Таджикистан мудро преодолел сложные времена благодаря руководству президента, уважаемого президента Эмомали Рахмона и премьер-министра Кахира Султана и добивает развития государственное. Также хочу отметить, что в прошлом месяце в Таджикистане успешно прошел саммит в Гванджао. В связи с этим высоко оцениваю вклад Таджикистана в обеспечение региональной безопасности и процветания данного региона в целом. После установления дипотношений в 1992 году Республика Корея и Республика Таджикистан развивали отношения в различных сферах. В особенности после визита уважаемого президента Эмомали Рахмона в 2015 году в Сеул было открыто посольство Республики Таджикистан в Республике Корея, налажен консультативный механизм по правительственной линии межправительственная торгово-экономическая комиссия. Соответственно, происходит большое продвижение двусторонних отношений. Я и премьер-министр Расулзода во время сегодняшней встречи обсудили меры развития двусторонних отношений. Мы нашли общий язык о том, что у нас все еще не исчерпан потенциал развития наших двусторонних отношений и договорились, чтобы предлагать совместные усилия реализовать тех или иных потенциалов, которые у нас имеются. Я и премьер-министр Расулзода оценили ежегодное проведение МПК 2017 года и обсуждение мер реального сотрудничества между двумя странами и договорились сотрудничать, чтобы такие усилия продолжились с балансированным расширением двусторонней торговли. Кроме того, выразили надежду, чтобы усилия правительства Таджикистана для улучшения инвестиционных условий принесли плоды и осуществляется выход корейских компаний в Таджикистан. Я и премьер-министр Расулзода оценили гладкое продвижение двусторонних проектов сотрудничества с целью развития, также договорились продолжить определить различные проекты, которые будут способствовать экономическому и социальному развитию Таджикистана. После нашей встречи состоялось представление отчетов по проекту создания сети электроснабжения в регионе Рамет для стабильной поставки электроэнергии в отдаленном регионе. И мы договорились сотрудничать для успешного продвижения данного проекта. Мы с премьер-министром приветствовали подписание рамочного соглашения о предоставлении безвозмездной помощи, а также договорились прилагать совместные усилия для дальнейшего систематичного расширения тех или иных проектов сотрудничества с целью развития. Более того, путем скорейшего подписания соглашения о направлении волонтеров, надеюсь, что больше волонтеров смогут осуществлять деятельность в Таджикистане, что будет создана основа для этого. Я и премьер-министром Расулзода для развития направленного в будущее экономического сотрудничества между нашими странами обменялись мнениями о возможной диверсификации взаимодействия в таких сферах, как здравоохранение, медицина, лесное хозяйство, текстильная промышленность, ИКТ, электронное правительство и воздушные сообщения и логистики и так далее. В особенности господин премьер-министр Расулзода выразил свою надежду активно содействовать в таких направлениях, как переработки лесных минеральных ресурсов, которые имеются в Таджикистане, в том числе это алюминий и редких металлов, редких камней. И я, в свою очередь, выразил такую надежду, чтобы обещал, чтобы поощрять корейских компаний, чтобы больше корейские компании выходили на рынок Таджикистана, чтобы содействовать по таким направлениям. Я увидел у господина премьер-министра Расулзода большая амбиция для развития стратегии своего государства. После нашей встречи в расширенном составе мы немножко имели возможности встретиться в одиночке, и мы поговорили с господином премьер-министром, что какой большой потенциал имеется в Таджикистане по направлению добычи лесных и редких металлов в Таджикистане. И я попросил у господина премьер-министра, что в случае, когда корейские компании выходят на такие
пекарей Таджикистана, чтобы господин премьер-министр Султока лично контролировал и уделил внимание этим любым проектам, которые проводятся между корейской компанией и Таджикистаном. Я с премьер-министром Расултока приветствовали ту тенденцию увеличения человеческих контактов между нашими странами. Особенно мы обратили внимание на то, чтобы активизировать обмен контактов между молодежью наших стран. Мы с премьер-министром оценили успешную реализацию проектов студенческих обменов, включая проект приглашения на учебу и предоставления стипендий для студентов из Таджикистана. Мы договорились ускорить и укрепить это сотрудничество по такому направлению. Мы с премьер-министром приветствуем усилия двух стран для активизации корейского уголка в Национальной библиотеке Таджикистана и выразили надежду на то, что посредством этого продолжать усилия знакомить таджикского народа с корейской культурой и укреплять двухсторонние дружеские отношения. Мы обещали с премьер-министром поддерживать друг друга и на международной арене. Я сегодня в ходе беседы с уважаемым премьер-министром сразу смог чувствовать, насколько большая амбиция и грамотный и продуманный план у господина премьер-министра для развития государства Таджикистан. И я сразу узнал, что вот впереди такого плана и такой амбиции тоже будет успех. Я как друг господина премьер-министра буду всячески содействовать, чтобы успешно выполнились все ваши планы. Еще раз благодарю вас за ваш теплый прием и за ваш оказанный вами нам дружбу. Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Йон сегодня в рамках официального визита в Республику Таджикистан посетил площадь Дусти города Душанбе и комплекс национального единства и возрождения Таджикистана, где в знак уважения к богатой истории таджикского народа возложил венок к памятнику основоположнику таджикского государства Исмаилу Сомони. В церемонии возложения венка премьер-министра Республики Корея Ли Нак Йона сопровождали представители правительства Республики Таджикистан. Сегодня председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Емумали, в загородной резиденции исполнительного органа государственной власти города Душанбе провел встречу с премьер-министром Республики Корея Ли Нак Йоном, находящегося с официальным визитом в гостях в нашей стране. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества между исполнительным органом государственной власти города Душанбе и правительства Кореи в различных сферах. В центре внимания были вопросы налаживания двустороннего плодотворного сотрудничества. Участники встречи в ходе обсуждения вопросов сотрудничества особое внимание уделили вопросам создания совместных предприятий, полезных для обоих сторон, в том числе в сферах переработки сырья, современных технологий, легкой промышленности и других отраслях. С целью укрепления и расширения сотрудничества между столицами двух стран было предложено наладить между городами Душанбе и Сеул отношения городов-побратимов. В этом ключе стороны решили в ближайшем будущем подписать документ о налаживании отношений городов-побратимов. Встреча состоялась в атмосфере созидания и взаимопонимания. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!